Знаете, конфликт между верой в божественное сотворение и научной теорией эволюции — это спор давний и, честно говоря, для многих очень болезненный. Складывается впечатление, что есть всего два лагеря. Либо все создал Бог в один миг, либо были миллионы лет естественного отбора. Но что, если это вообще ложный выбор? В этом разборе мы посмотрим на один очень неожиданный третий путь, который, возможно, примирит эти, казалось бы, совершенно непримиримые взгляды. И вот именно этот вопрос встает перед огромным количеством верующих людей. Кажется, что компромисса нет, или ты веришь в Создателя, или доверяешь научным фактам. И эта дилемма — настоящая ловушка, она заставляет разрываться между верой и разумом. Так вот, в этом материале мы будем опираться на идеи турецкого исламского ученого Мустафы Исламоглу. Он как раз и предлагает тот самый третий путь, который выводит нас за рамки этого вечного спора. Его подход — это не попытка опровергнуть науку или веру. Нет, это попытка найти между ними гармонию. Ну что ж, давайте начнем с одного очень распространенного мифа. А так ли это на самом деле, что ислам и наука просто обречены на вечное противостояние? Если копнуть в историю, окажется, что все не так однозначно. Что самое интересное, так это то, что сам конфликт науки и религии — это по большому счету западное, христианское явление. На Западе действительно была история, где церковь воевала с учеными, вспомните того же Галилея. А вот в исламской традиции все иначе. Коран, наоборот, постоянно призывает изучать природу, называя мир вокруг аятами, то есть знамениями Бога. И вот эта мощная цитата Мустафы Исламоглу как раз об этом. Сама идея, что конфликт был как бы импортирован в мусульманский мир. С этой точки зрения верующих просто втянули в чужую битву, у которой даже нет корней в их собственной интеллектуальной истории. Хорошо, теперь давайте разберем второй ключевой момент. Один из главных аргументов против эволюции — это знаменитое божественное повеление «будь». Ну, мы все представляем это как какой-то магический щелчок пальцами, и все мгновенно появляется. Но так ли это, если посмотреть на язык оригинала? Так вот, вся суть здесь в грамматике. Да-да, в грамматике. Привычный перевод создает ощущение мгновенности, а вот лингвистический анализ показывает, что фраза описывает запуск процесса, а не само событие. То есть Бог говорит «будь», и с этого момента начинается процесс творения, который уже разворачивается во времени. И ведь это гениально подтверждается самой природой. Просто посмотрите вокруг. Семя не становится деревом за секунду, ребенок не рождается взрослым. Вообще все в нашем мире, от галактик до самой крошечной амебы, подчиняется законам постепенного развития. Природа буквально кричит о том, что все есть процесс, а не внезапное волшебство. И вот теперь мы подходим к самому главному, к центральной фигуре всей истории сотворения, к Адаму. Мы привыкли думать, что он был самым первым биологическим человеком. Но что, если его роль была совсем другой? Вот этот вопрос, он лежит в основе всего примирения. И ответ на него, согласно концепции Исламоглу, просто переворачивает всю картину и снимает то самое противоречие с наукой, о котором мы говорили. В этой концепции есть два ключевых арабских термина, которые нужно различать. Башар — это биологическое существо, гоминид, который развивался миллионы лет. Это наши предки, чьи кости находят палеонтологи. А вот инсан — это тот самый башар, в которого Бог, как сказано в Коране, вдохнул от своего духа, то есть наделил его чем-то особенным. И вот Адам был первым инсаном. Так что же это за пакет души? Это не что-то туманное и мистическое. Речь идет о вполне конкретных вещах, которые отличают нас от животных. Это самосознание, способность мыслить абстрактно, делать моральный выбор и, конечно, совесть. Именно этот апгрейд, если хотите, превратил биологическое существо башар в духовно ответственного человека, инсана. И эта хронология очень наглядно все показывает. Смотрите, история биологического вида башара — это миллионы лет. А история инсана, то есть человека сознательного, началась с Адама совсем недавно, около 13 тысяч лет назад. Это, кстати, совпадает с аграрной революцией и появлением первых цивилизаций. То есть Адам не первый гоминид, он первый пророк. Так, ну хорошо, и как же вот это новое понимание разрешает тот самый изначальный конфликт? А оно на самом деле полностью меняет правила игры. Оно просто позволяет выйти из этой навязанной дилеммы или-или. И вот главный вывод. Эволюция — это не какой-то случайный безбожный процесс. Нет, в этой концепции это и есть метод Бога, его закон в природе. В исламской традиции это называется суннатуллах. Это просто его способ творить. Получается, что биологическая эволюция и божественное творение — это не враги, а просто описание одного и того же процесса с разных языков, научного и духовного.
И вот здесь очень важно различать. Принять эволюцию как научный факт — это одно, а принять материалистическую философию, которую к ней иногда прикручивают, это совершенно другое. То есть эта концепция принимает науку, но отвергает идеологию, которая пытается использовать эту же науку для отрицания веры. В конечном счете, эта модель говорит о том, что война велась не между Богом и окаменелостями, а между человеческими толкованиями. Конфликт возникает тогда, когда мы пытаемся читать Коран как учебник биологии, а книгу природы как сборник религиозных догм. Как только мы начинаем читать каждую из этих книг на ее собственном языке, противоречие просто исчезает. Ну и в завершение вопрос, над которым стоит подумать. Если мы принимаем, что эволюция — это и есть тот самый способ, которым Творец создает все живое, то что тогда означает отрицание этого научно установленного факта? Не получается ли, что это, по сути, отрицание самого метода Создателя? Это мысль, которая, как мне кажется, заставляет многое переосмыслить.